Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что вот-вот должно случиться с вами в вашей жизни. Смотреть я буду на ближайшие 2-3 дня. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками. То, что сейчас у нас скрыто. Дышите, узнайте. Ух ты! Ну что ж, очень интересные события вас ждут. Вас показывают как будто бы на необитаемом острове. Либо это ваше состояние, когда вы один на один со своими проблемами. Сидите, переживаете, голову ломаете. А здесь, смотрите, какой-то добрый человек с очень длинными руками. Вам такой маленький, как, ну не фонарик, скорее как маленькое такое пламя, огонечек вам передает. Да? И говорит: я с тобой, я тебе подскажу, я тебе помогу. Выход есть, решение найдется. Здесь вы четко показали помощь. Помощь, которая будет вам оказана в самый такой, знаете, темный период вашей жизни. Вам будет оказана помощь от доброго человека. Кстати, у кого-то отыграется, что это человек ваш родственник, либо друг, либо человек, с кем вы когда-то общались, может быть, какие-то дела вели. Очень классное событие, которое и надежду в вас внутри зажжет. И опять же, мир не без добрых людей. Вы в этом в очередной раз сможете убедиться. Очень замечательный знак. Плюс здесь еще нам показан не просто выход, а возможность поменять свою жизнь к лучшему. Благодаря ли этому человеку, либо благодаря тому, что вы в себя поверите, что эта надежда у вас опять затеплится. Вот к чему-то вы такому гениальному дойдете. Кстати, все гениальное очень просто. Вот в очередной раз тоже в этом убедитесь. Здесь прорыв, даже какой-то прорыв, первый шаг к глобальному прорыву в вашей жизни. Но больше вы одиноки точно не будете. Либо не будете страдать таким ощущением, что я одинок, либо я одинока. Плюс с левой стороны у вас лодка пока пустая. Здесь, скорее всего, как весточка придет, либо звоночек поступит о том, что кто-то не может приехать в силу сложившихся обстоятельств, да, ситуации, ну, либо по каким-то другим объективным причинам. Здесь вам человек посыл через эту лодку передает. Вот да, хочу, да, тянусь и душой, и сердцем, но, к сожалению, сейчас у меня не получается. Кстати, еще по такой лодочке может отыграться посылка, либо передачка. Да, может быть, кто-то из близких, кто находится далеко, не может к вам приехать, но при этом может вам что-нибудь отправить, прислать. Денежные переводы тоже сюда можно зачислить. Так, и еще вот-вот у вас разговор состоится. Разговор, если вы в паре, то с вашим партнером. Если вы живете с детьми либо с родителями, то с детьми, с родителями. Очень важный разговор об обязанностях, либо о расстановке, да, вот что кто должен делать и кто за что отвечает. Там зоны ответственности будут выделяться. Значит, мои хорошие, лишнего на себя не берите, потому что вижу, что вы и так загружены уже прям по самое не могу. И лишнего на себя не берите. Не бойтесь делегировать обязанности. Не бойтесь, что, например, ребенок не справится с тем, чтобы заправить свою постель, либо собрать свои вещи. Не бойтесь, что ваш, например, партнер не сможет, не знаю, закинуть вещи в стиралку, либо развесить белье после стирки.
Пусть пробует, пусть делает. Если нужно, подскажете, проконтролируйте первые 2 раза, а потом все будет просто идеально. Да? Человек научится, человек поймет, что и как делать, и никаких проблем не будет. Вижу, что вы очень сильно загружены. Вижу, что у вас практически не остается времени на себя. И вот эта домашняя работа в совмещении, например, еще и с работой, куда вы ежедневно ходите, просто все силы у вас забирает, а вам отдыхать надо. Вам нужно отдыхать, набираться сил, восстанавливаться. И, понимаете, хоть немножечко, вот хотя бы там капелюшечку времени выделять именно на свою релаксацию, на что-то интересное для себя, что-то почитать, что-то посмотреть, чем-то позаниматься. Да? Это очень важно, кстати. Так, здесь у вас какой-то забор выходит, как вас куда-то не пускают, либо какой-то как барьер между вами и тем, что вы хотите. Ну, как забор, похоже на забор. Забор с большими такими отверстиями. Знаете, вот бывают такие заборы из досок, да, когда можно там при желании пролезть между досками. Здесь призыв к действию. То есть не смотри, что дверь закрыта, не смотри, что там забор. Бери и пролазь. Здесь очень важно свое не упустить, свое и добиться того, чего вы хотите, либо то, что вам нужно. Иногда нужно пойти вразрез с правилами, либо иногда нужно рискнуть, да? Позабыть там о хороших манерах и все-таки добиться своего. Здесь такое впечатление, что либо специально от вас что-то прячут, закрывают, да? Вот как не пускают вас, либо по какой-то ошибке. Но там для вас за этим забором какой-то очень важный шанс спрятан, припрятан. И здесь ситуация чисто в ваших руках. Рискнете, пролезете в эти дырочки между досками, вы свое возьмете, и вас никто не осудит. Будете скромничать, ходить вокруг этого забора, но, к сожалению, упустите. Так что нужно быть немножко, наверное, порешительней. Вот так. Глаза у вас тут выходят. Кто-то за вами пристально будет следить, либо наблюдение вести. Глаза эти с левой стороны. От очень неожиданного человека за вами наблюдение ведется. Либо человек, о котором вы и подумать не могли, да, что может за вами следить и наблюдать. Цели у этого человека мутные, если честно, мутные. Их до конца не показали. Вы будете прям на себе ловить это ощущение, да, чужой глаз в зоне затылка, на спине. Иногда даже будет казаться, что прям как дырочки, да, настолько тщательно вас рассматривают, что прям аж до дыр, да, засматривают. Значит, мои хорошие, слежка ведется, и я не вижу, чтобы вы могли как-то вот этого уйти. Ну, разве что закрыться дома и никуда не выходить в ближайшие дни. Да, наблюдают, да, следят. Цели мутные, да, желания какие-то странные у человека, да, почему за вами следит. Но очень неожиданный персонаж, и на этого человека вы никогда не подумаете, вот кто за вами следит. Но ощущение очень стойкое будет. Да, вы не сходите с ума, да, действительно за вами будут следить. Так, еще какая-то женщина вами будет очень недовольна. Очень-очень недовольна, но ее никто не поддерживает в этом недовольстве. Может быть, она там попытается привлечь на свою сторону каких-то людей, вот. Но у нее то ли аргументы слабенькие, то ли, в принципе, она в этой ситуации в целом не права, но она вами недовольна. Можете ощущать, что щеки у вас горят, щеки и уши могут гореть. Так, здесь у вас парус и очень быстрая лодка. Какое-то соревнование у вас тут происходит. Но у вас есть преимущество. Ваша лодка, она моторная. А тот, кто с вами пытается соревноваться, он по старинке парусами пользуется. Мои хорошие, такие соревнования могут быть среди друзей, среди родственников и даже среди партнеров. Да, кто лучше, кто быстрее, кто умнее, кто проворней. Вы здесь 100% победитель. Не надо поддаваться, да, не надо жалеть чужие чувства, потому что это неправильно. Неправильно. Если человек проигрывает, для него это послужит очень серьезной мотивацией для того, чтобы что-то менять в своем подходе, в своих действиях, в своих мыслях.
Вот. С вас пример надо брать, а не пытаться в таком состоянии с вами как-то соперничать. Даже если вы с ребенком сели играть в какую-нибудь настольную игру, не поддавайтесь, а лучше объясните своему ребенку, как делать правильно, либо что нужно делать, чтобы побеждать. Ведь каждое поражение – это маленький шаг к новой победе. Так, еще у вас здесь якорь, который не может лечь на дно. То есть он туда-сюда болтается, а до дна не достает. Невозможность остановиться, либо невозможность принять конкретное решение. Такое, знаете, состояние неудовлетворенности жизнью. Мои хорошие, в жизни все бывает, и любой из нас может оказаться в такой ситуации, когда хочется как лучше, да, получается как всегда. Вы, пожалуйста, либо проконсультируйтесь с кем-то, у кого-то, кому вы доверяете. Вот прям четко уверены, что человек не подведет, и человек, например, более ведущий в том или ином вопросе. Да? Возьмите консультацию. Не бойтесь, что кто-то о вас плохо подумает, что вы там сами ничего не можете. Возьмите консультацию, поверьте. Если не хотите, например, да, вы стесняетесь, есть очень много всяких сайтов, страничек, да, социальных страничек. Вы можете, например, инкогнито запостить какой-то вопрос, да, попросить мнение тех, кто посещает эту страничку, этот сайт. Люди вам очень много информации накидают. Вы почитаете, вы взвесите все за и против еще раз, и, я думаю, примите самое правильное решение. В таком состоянии качки, да, либо неопределенности находиться просто опасно. Такое состояние, оно ведет к депрессии, неуверенности в себе, и со всеми вытекающими. Так, а еще мне показывают здесь ситуацию, когда человек умышленно от вас скрывается и прячется. Человеку нечего сказать. Либо человек, допустим, да, в чем-то перед вами виноват. И нет этому человеку оправдания. И человек будет преднамеренно скрываться, прятаться, не отвечать на сообщения, не подходить к телефону. Вообще просто выпадет, да, из вашего поля. Видеть не будете. Бывает. Дайте этому человеку время, пусть не в ближайшие дни, но, скорее всего, на следующей неделе этот человек сам выйдет на связь, сам выйдет на разговор. Да, нужно просто время, чтобы немножечко как успокоиться и, чтобы совесть, да, с этим человеком немножко поработала. Еще образ человека, который натянул тетиву, как будто бы, знаете, из лука хочет стрельнуть, но не уверен. Либо цель такая, знаете, движущаяся, в нее очень сложно попасть. Если вы по знаку зодиака Стрелец, то вам в ближайшие дни реально во всех смыслах улыбнется удача. Если по зодиаку вы не Стрелец, то все равно лучше рискните и стреляйте, чем вы упустите эту цель. Почему-то мне идет такая информация от этой отсыпки, что вы где-то не успеваете. Не успеваете, где-то вы замедлились, где-то вы растерялись. Такое, знаете, состояние вроде как и хочу-могу, но при этом чувствуется неуверенность и чувствуется даже немножечко где-то глубинный страх, да, что я не смогу, у меня не получится, кто-то осудит, кто-то там плохо подумает. Гоните это от себя как можно дальше. И еще вижу, у женщин особенно отыграется состояние жуткой усталости, хронической усталости. Возможно, вы накануне несколько суток подряд не высыпались. Опять же, много работы, физической работы, умственной работы, идет какое-то мозговое перенапряжение, и из-за этого ваша усталость еще больше усиливается. Может быть, вы там литрами потребляете кофе, но должного результата вы не ощущаете. Девушки мои хорошие, только сон. Только сон. Причем вчера у меня тоже в отсыпке выходило, что во сне вы исцеляетесь. Возможно, вы и сегодня пришли на мою отсыпочку. Надо выспаться. Как хотите. Вы напишите мне в комментариях, что я не могу, у меня маленький ребенок, у меня большая зона ответственности. Девчонки, но нет такого препарата, который может заменить нам полноценный сон. И чтобы ваш мозг восстановился, вам обязательно нужно выспаться.
Вот прям хроническая усталость чувствуется. И что-то надо с этим вопросом радикально решать. Так долго это не может тянуться. Вообще эта ситуация, она как против вас работает. Хроническая усталость работает против вас. И, кстати, с любимым могут быть из-за этого проблемы. Да и вообще другими людьми могут быть проблемы. Надо выспаться. Хотя бы хоть немножечко, увеличьте продолжительность своего сна. Так, еще важный момент. На работе, скорее всего. На работе мне идут какие-то новые лица. Новые люди, новые лица. Новые клиенты, новые сотрудники. Может быть, новые поставщики. Вот какие-то новые интересные люди. Среди этих людей будет выделяться один мужчина. Светленький мужчина. Он на вас обратит внимание. Если вы женщина, то ухаживать начнет. Если вы мужчина, то будет набиваться в друзья. Вот такая интересная ситуация. Человек неплохой, человек интересный, веселый человек. Ну а вы уж там сами думаете. Так, еще я вижу ребенка, который бежит к вам. У одних отыграется встреча, допустим, не знаю, с крестницей, с крестником, с внуком, внучкой, правнуки, может быть, ребенок. И еще ребенок отыграется как что-то новое. Вот что-то новое бежит навстречу вам. То, что будет вам очень приятно, то, что вам будет очень интересно, и то, что вам очень-очень сильно понравится. Возможно, вы это и со временем полюбите. Прям как новое начинание. Хороший, кстати, фрагмент. Так, еще мне показывают женщину как эту, знаете, каракатицу, да? Она, если что, чернила эти свои выпускает, и у нее какие-то щупальца такие липучие, приставучие. Вот берегитесь ее, в прямом смысле слова берегитесь. Если она пристанет, этими щупальцами к вам прилипнет, да еще выпустит эти свои чернила, так может голову вам заморочить, что вы про все на свете забудете. Не знаю, может быть, у нее есть навык в гипнозе, да, она умеет гипнотизировать людей. Либо она такая, знаете, бывалая, да, знает, как к любому человеку найти подход. Я не могу сказать, что она прям очень плохой человек, но она всегда действует только лишь в своих интересах. Только лишь в своих интересах. Вы попадаете в зону ее личного интереса. И вот она прям за вами чуть ли не охотиться будет, да, по вашим следам будет ходить. Так, у кого начальница женщина? Женщина-начальница. Возможны перепады настроения у вашей начальницы. То она добро улыбается, то она истерит почем зря. Здесь либо у нее дома какие-то проблемы, в семье дома, либо у нее проблемы, скажем так, другого характера. Да? Это гормональные проблемы. Не принимайте близко к сердцу. Она хороший человек, да, гормоны, они ведь такая штука, знаете, токсичная. Если начинается гормональный сбой, даже из самой доброй, прекрасной женщины гормоны могут сделать знатную истеричку. Вот. Может быть, как-нибудь поделикатнее с ней, да. Не обижайтесь, главное. Если вы прям совсем с ней дружны, может быть, посоветуете ей обратиться к гинекологу-эндокринологу. Это будет очень хороший совет. Вот. Но если это семейные проблемы, как только у них там дома все наладится, она тоже сразу же вернется к прежнему состоянию. К вам напрямую это не относится. Просто под горячую руку можете попасть. Так, еще мне показывает человека, который хотел бы дать вам денег. Только я не могу понять, за что. У одних отыграется, что это помощь, у других зарплата, у третьих долги, у четвертых, возможно, что-то у вас захотят купить. Но человек такой открытый, прямой. Сколько попросите, столько и даст. Да? Либо скажете больше, даст больше. Если это зарплата, получите ровно столько, сколько заработали. Вот вижу, что выглядывает вас, да, где вы, чтобы дать вам деньги. Так. Кстати, очень неудачное время, в ближайшие 2 дня, да, 2 суток, 48 часов для совершения каких-то покупок. Покупки. Очень неудачное время. Тем более у нас сейчас этот ретроградный Меркурий. Да, мы немножечко можем быть импульсивны, не контролировать себя,
не контролировать свои мысли, либо идти на поводу у своих желаний. Если нет какой-то острой нужды что-то вам приобретать, лучше не ходите по магазинам, вот, а то накопите всякой ненужности, а потом будете сами себя ругать, да, что деньги спустили просто так. И опять же, смотрите, могут быть покупки чего-то бракованного, да, испорченного. Потом вы еще потратите кучу времени на то, чтобы обменять, либо вернуть, да, вернуть товар, получить деньги. Вот, имейте это в виду. Это касается как покупок напрямую в магазине, так и, например, покупок в интернете. Если у вас получится, просто 48 часов подождите. Это не касается продуктов, это касается, например, там, одежды, техники, может быть, каких-то гаджетов. Да? Просто надо немножко подождать. Так, еще вижу мужчину. Мужчину, который начинает что-то понимать. Что-то до него начинает доходить. Мужчина будет вас удивлять своими словами, своими поступками и какими-то своими желаниями. Вы все разные. Мужчина может быть как и ваш любимый, так и, например, там, сын, брат. Это пока еще не конечный результат, это лишь только предтеча. Да? Он только лишь начинает прозревать, только лишь начинает понимать. Не ждите от него там супердействий. Помогайте, направляйте, но, опять же, не перегибайте палку, чтобы не отбить у него интерес вот этим переменам, да, к новому образу жизни. Так, еще вижу ваши расстройства, либо переживания по поводу каких-то новостей, новости глобального характера. Может быть, какая-то политическая обстановка, может быть, там, не знаю, информация там, с биржи, да, с фондовых бирж по поводу колебаний там, курсов валют. Но что-то вас будет реально расстраивать. Прям так распереживаетесь. Мои хорошие, давайте договоримся так. Если вы не работаете на фондовой бирже, если у вас там все капиталы не вложены в акции разных мировых компаний, вам ничего не грозит. Вас эта информация, она ничем не коснется. Смотрите, сегодня у них все плохо, буквально там через несколько дней все и выровняется, и наладится, и уже пойдет совершенно другая информация. Вот не принимайте близко к сердцу. Так, с правой стороны у вас колибри, с левой стороны у вас голубь. Но по колибри очень часто отыгрывают всякие рабочие вопросы, объемы работ, рабочие вопросы, рабочие задания. С легкостью вы справитесь со своим заданием. Еще и удивитесь, почему так мало, да? Почему так быстро все закончилось. Кстати, кто-то даже успешным станет в той работе, которую выполняет. А по голубю с левой стороны, здесь явно кто-то к вам проявится. Проявится издалека, либо где-то поблизости человек находится. С позитивом, с любовью, с очень теплыми положительными эмоциями. Да? Ну, например, кому-то признаются в любви, а кому-то будут жать руку, благодарить и говорить, что вы самый славный человек из ныне живущих. Да? По-разному можно проявиться. Но в любом случае это проявление точно будет. Так, мои милые, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.